Со всего мира поступают заявления в связи с терактом, произошедшим в Новой Зеландии, в котором погибло 49 человек. Напомним, что террористы открыли огонь по молящимся в 2 мечетях, в одной из которых находилось 200 человек. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш выступил с заявлением по данному инциденту. Каракаш подчеркнул, что террор не имеет религии и национальности. По его словам, данный случай – это жестокая реальность наших дней, ранившая сердце всего человечества. США готовится к введению санкций против Китая из-за нарушения прав человека в Восточном Туркестане. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел США Роберт Паладино, оценивший ситуацию в Восточном Туркестане как позор человечества, заверил, что продолжит давить на правительство Китая и потребует освободить содержащихся в лагерях невинных людей. Китай пообещал сократить количество лагерей в Восточном Туркестане. Выступивший на сессии ООН по правам человека в Женеве заместитель министра иностранных дел Китая Ли Юченг заявил, что учреждения, построенные в Восточном Туркестане и называемые Пекином школами по профессиональной подготовке, жизненно необходимы. Ли Юченг подчеркнул, что Китай не позволит США вмешиваться в свою внутреннюю политику. Главный штаб военных сил США по Индийскому и Тихоокеанскому региону сообщил о плановом полете военного самолета Б-52 над Южно-Китайским морем. Также, по сообщениям российских СМИ, Б-52 приблизился к российским рубежам. В нескольких городах Германии тысячи школьников и студентов провели протесты в связи с изменением климата. Школьники выступили против политики большой коалиции, составляющей правительство, с лозунгами «Пятничный протест за будущее Германии».